Имеет ли женщина право быть красивой, свободной и здоровой? Защищает ли это право закон? Одобряет ли его общество? Странный вопрос, наверняка скажете вы и ошибетесь, ибо это право, закрепленное законодательно тысячам наших с вами соотечественниц, приходится доказывать чуть ли не ежедневно. По весьма печальной статистике, США подвергалось сексуальному преследованию и изнасилованию порядка 22% женщин. Среди них 40% 2 и более раз за свою жизнь, более половины в возрасте от 11 до 24 лет. В большинстве случаев насильник и жертва насилия знакомы, коллеги по работе, родственники, друзья. В России статистика немногим отличается от выше приведенной. Если же взглянуть на эту проблему в исламском мире, можно убедиться, что особой остроты там нет. Мусульманка, соблюдающая установление своей религии, практически не подвергается насилию. Она изначально отторгает его уже своим внешним видом и поведением, демонстрируя свою защищенность верой в высшую справедливость, а не надеясь на счастливый случай. Благодаря скромному одеянию и добропорядочности, одетой по законам шариата мусульманки, мужчины могут относиться к ней как к личности, а не как к сексуальному объекту. Ее ценность для общества также определяется не физической привлекательностью, а исключительно человеческими достоинствами. Поэтому, даже становясь старше, она не теряет своей ценности, как в собственных глазах, так и в глазах общества. Женщина в хиджабе – это символ ислама, показатель того, что власть над ней принадлежит Всевышнему Аллаху, доказательство того, что она не слабое и доступное оскорблением существо, а человек, имеющий ничуть не меньше прав на свободу, защищенность и уважение, чем любой из мужчин. Если женщина хочет, чтобы с ней считались, она не должна вызывать страсть чужого мужчины, а значит, обязана одеваться в особый наряд, сразу отличающий ее хиджаб, закрывающий тело от посторонних взглядов. Покрывало, завеса – то, что прячет женскую красоту от чужих глаз. Зародыши подавляет запретные страсти, не позволяя им опалять души верующих мужчин и женщин, сжигать их сердца и нарушать гармонию физического здоровья. Вот что такое хиджаб. Он защищает честь женщины, сохраняет репродуктивное здоровье мужчины, удерживает в гармоничном равновесии демографические процессы на уровне государства. Всего этого можно достичь, соблюдая всего несколько требований к одежде, предписанных нашим Создателем для тех, кто хочет добиться его довольства. Необходимо, чтобы все части тела, кроме лица и кисти рук, были закрыты. Одежда не должна просвечивать. Одежда не должна быть облегающей. Одеяние должно быть из категории женской одежды и никак не мужской. Одежда не должна пахнуть духами и другими ароматическими веществами. Одежда не должна быть экстравагантной и вызывающей. При этом следует учитывать, что одна и та же одежда может восприниматься как традиционная в одних странах или регионах и как слишком светлая или наоборот, мрачная, вызывающая, привлекающая излишнее внимание других. Например, в Дагестане с его более чем тысячелетними исламскими традициями никогда женщина, особенно молодая, не облачалась полностью в черное, кроме как в случае глубокого траура. Напротив, в дагестанской традиционной женской одежде, не выходя за рамки шариатских требований, широко использовались яркие цвета и разнообразные орнаменты и украшения. Лицо и кисти рук дагестанки всегда оставались открытыми. Поэтому сегодня молодые девушки с головы до ног, укутанные в черные балахоны, порой еще в черных перчатках и никабе, вызывают в людях вполне объяснимые чувства удивления, а порой и тревоги. И в любом случае притягивают к себе взгляды, ведь обычное, скажем, для Саудовской Аравии, здесь подобное одеяние с одной стороны экстравагантно, ибо непривычно, с другой, что гораздо хуже, вызывающе. Ибо хотим мы того или нет, она четко ассоциируется с совершенно определенным идеологическим течением, принесшим на нашу землю столько горя, слез и крови. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему вы носите черную одежду? Потому что это сунна пророка. А кто вам сказал, что это сунна пророка, алейхиссаляту вассалям? Сестры сказали. Таким образом, извращается смысл хиджаба, который призван сделать женщину незаметной среди посторонних людей, избавить ее от излишнего любопытства и чужих взглядов. Женщине желательно соблюдать рамки, нормы
того народа, племени, среди которых она проживает. Например, жители Саудовской Аравии, то есть мусульманки Саудовской Аравии, они одевают черную одежду. Мусульманки, проживающие в Марокко, они одевают белую одежду. Мусульманки, которые проживают, например, в каких-то африканских странах, мы знаем, они отличаются пестротой своей одежды и по поводу цветов, и по поводу гаммы цветов, конкретных требований. Ни в хадисах посланника Аллаха, ни в аятах священного Корана нет. Главное, чтобы одежда мусульманки отвечала вот этим основным требованиям и нормам шариата. Да, это реалии нашего времени. Но и это тоже, подобно распустившимся цветам среди пыльного городского пейзажа, радует глаз и сердце яркие платки на девичьих головах, на улицах, в офисах, магазинах, школьных классах и вузовских аудиториях. И те, и другие наши дочери, сестры, многие из них уже чьи-то матери, только одни уже поняли истину, увидели ее свет, а другим это еще только предстоит, иншаллах. Сегодня нужно немалое мужество, чтобы в молодом возрасте с неокрепшей верой и волей противостоять мощному целенаправленному потоку, стремящемуся разрушить в душах все светлое. Особенно трудно тем, кто не получает поддержки даже со стороны родственников. Значит, по поводу хиджаба в государственном светском учреждении у нас возникали много вопросов со стороны руководства университета, иногда вплоть до того, что нужно запретить это государственное учреждение. При этом я всегда отстаивал и сейчас отстаиваю законное право одевать, как считает нужным, как велит сердце и разум человеку, где бы он ни находился, в государственной службе или в государственном учебном заведении. А так, поскольку законом не регламентируется, какую форму носит, каждый, я считаю, волен носить ту форму, которую он считает для него подходящей. И поэтому моя позиция в этом отношении, что и студентки, и преподаватели, они в светском государственном учреждении имеют право одеваться по совести, по своему вероисповеданию, как они считают нужным. Но они не имеют права при этом навязывать свои взгляды и превращать образовательные учреждения или государственные учреждения в место, где будут вестись, значит, дискуссии по тому или иному поводу, или же это станет местом пропаганды. Этого не должно быть. А одеваться, да, имеют право. Я за. Пусть же Всевышний Аллах поможет нашим девочкам укрепить свою веру, очистить сердце, сделать твердый выбор в сторону добра и суметь одеться так, чтобы добиться Его довольства и радовать глаза Его праведных рабов, а не жадной до запретного толпы. Одеваться так, как подобает истинной мусульманке, можно только обладая непоколебимой верой, несгибаемой силой воли и огромным благочестием. Поэтому женщины, которые носят такую одежду, заслуживают всяческого восхищения и высокой похвалы. В то же самое время такая преданность канонам веры под силу далеко не всем, и подавляющее большинство мусульман нашей страны раздирается мучительными противоречиями между необходимостью соблюдения установлений ислама и многолетней привычкой одеваться на европейский манер, выглядеть как все. Современные мусульмане должны научиться гармонично сочетать в своей одежде неподверженное времени наследие исламских традиций с новизной современных эстетических форм. Стараться сделать ее красивой, не переступая общепринятых норм мусульманской морали. Уметь находить для нее превосходные краски, чтобы продемонстрировать свой безупречный вкус и неподражаемую эстетическую утонченность. Хиджаб я воспринимаю больше, что это как бы... Я его немножко воспринимаю через свой костюм. Да, вот мне хотелось бы, да, что вот элементы декора или что-то присутствовали именно дагестанского. Потому что все это вроде взаимосвязано, но особенность, да, вот особенность где-то вот какие-то элементы декора, чтобы они отличали, то есть чтобы она не была похожа на арабскую, потому что у них своя культура, свой. У нас был свой костюм, и причем очень такой богатый, взять каждого народа, каждого была особенность. Если бы ее в переплетении с сегодняшним днем, можно было бы это все, как бы, чтобы она отличалась именно особенностью нашего дагестанского костюма. Наша одежда должна отражать богатый духовный мир и благородство ее обладателей.
передавать задушевность и какое-то особое, до этого неизвестное в мировой моде, проникновение глубины человеческой души. В мусульманской одежде должна всегда ощущаться определенная энергия, но при этом не должно быть духа торопливости. Женщина должна быть закрыта для того, чтобы мужчина уважал, ценил ее, любил ее, для того, чтобы она не стала всеобщим достоянием. Очень часто люди говорят, вот этот везучая, это невезучая. К нам, значит, за психологической консультацией обращаются различные молодые женщины с самыми разными проблемами. Ведь молодая женщина, она хочет удачно выйти замуж, она хочет встретить достойного человека, хочет, чтобы была благополучная, серьезная семья, чтобы были дети. Эти ценности, они как бы для всех одинаковые, да? И в то же самое время девушка хочет сегодня хорошо выглядеть, сегодня производить впечатление, сегодня увидеть, значит, восхищенные, значит, высказывания в свой адрес. И, ну вот, это временное, это то, что сегодня может и радует ее, но оно ставит под сомнение ее будущее счастье. Значит, если она, значит, сегодня производит впечатление доступной девушки, доступной женщине, то вероятность того, что серьезный человек ей сделает предложение, все же меньше. О вредном воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу известно, наверное, каждому. Они ускоряют процесс старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению ее защитных механизмов. Кожа грубеет, становится плотной, высыхает, покрывается морщинками. При тяжелых ожогах нарушается терморегуляция, что в свою очередь приводит к солнечному удару. До недавнего времени считалось, что наша кожа с возрастом сама по себе покрывается морщинами, становясь дряблой. Но уже доказано, что главная причина ее старения – ультрафиолет. Французские ученые обследовали группу женщин, живущих в одной из областей Италии и занятых сельским хозяйством. Ежедневно, проводя почти весь день на солнце, эти женщины не использовали никаких защитных средств. Сравнив состояние разных участков их кожи, специалисты обнаружили, что открытые места постарели на 30 лет. Чрезмерное воздействие солнца в детстве может резко увеличить шансы заболеть раком кожи во взрослом возрасте. Статистика рака кожи просто поражает воображение. Каждый год диагностируется более миллиона случаев заболевания. За последние 7 лет заболеваемость раком кожи увеличилась на 46%, а в некоторых регионах мира даже на 80%. Соответственно, возросла и смертность от этого заболевания почти в 2 раза. По собственной практике, значит, я вам могу сделать акцент на такой момент, что в практической деятельности к нам обращаются пациентки с усиленным ростом волос на открытых частях тела. То есть настолько высока доза ультрафиолетового облучения, что провоцирует, значит, усиленный рост волос. И с этим, значит, нужно избегать попадания на солнце в те часы, когда, значит, оно особо высокое. 90% рака кожи вызвано солнечными лучами, которые влияют на генетику кожи и вызывают изменения ее внешних слоев. Врачи утверждают, что защищать кожу от ультрафиолетовых лучей нужно на протяжении всего года, находясь на солнце только в одежде или нанося на кожу специальный крем. Но даже самый хороший крем не может гарантировать, что ультрафиолетовые лучи не достигнут поверхности кожи. Поэтому медики рекомендуют носить широкий головной убор, одежду с длинными рукавами. Один из самых злокачественных и скоротечных видов рака – меланома. Онкологи не напрасно называют ее черной меткой. По распространенности она находится на 2-м месте после рака молочной железы. По мнению ведущего научного сотрудника онкологического научного центра имени Блохина, доктора медицинских наук Валерия Мусатова, меланома статистически чаще встречается у женщин, так как они получают больше ультрафиолета. Блузки без рукавов, глубокое декольте, короткие юбки. И не случайно меланома у женщин более чем в половине случаев возникает на ногах, на голенях.
Раскрытие зоны нижней части живота и спины – еще одна угроза здоровью женщины, в том числе репродуктивному. Переохлаждение, воздействие негативной энергетики посторонних людей вместо создания комфортного микроклимата под одеждой приводит к учащению воспалительных процессов мочеполовой сферы, а в будущем – патологии беременности и родов. В силу своей, профессиональной деятельности мы констатируем такой факт, что из года в год увеличивается количество воспалительных заболеваний у девочек. Сейчас очень модно ходить в джинсах, на бедрах, открывать пупки. Все это способствует, и, к сожалению, это не только в летнее время года мы наблюдаем, также, в любой период года это способствует воспалительным заболеваниям почек, а также, воспалительным заболеваниям и со стороны гениталия могут быть. Девочки, у которых, хронические воспалительные заболевания почек, они рано или поздно, в перспективе станут мамами, и, к сожалению, если заболевание будет запущено, не каждая из них сможет родить и получить, счастье материнства. И поэтому хотелось бы, пользуясь вашим эфиром, обратиться к девочкам и их родителям, чтобы все-таки, модно, конечно, но мода должна соответствовать, наверное, и менталитету, в зависимости от того, в той среде, в той республике, где мы живем. И в первую очередь, конечно, для соблюдения здоровья должно быть все принято. Все относительно в этом мире, но только не истина, не веление Всевышнего, который через своих пророков, алейхимуссалям, дал нам четкое и недвусмысленное понимание сути хиджаба и его назначения – сокрытие женщины от посторонних глаз и тем самым защита ее чести, достоинства, духовного, психического и физического здоровья. Таким образом, увидев мусульманку, идущую по улице в свободной одежде и платке, вспомните, что это не забитая и бесправная, а по-настоящему свободная женщина, всем своим видом показывающая, что она уверовала в единого Бога и живет по Его принципам, чего и другим желает. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации о свободе совести и о религиозных объединениях, гражданам нашей страны гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. Закрепляемый российским законодательством светский характер обучения не допускает ограничений в этой области, в том числе ограничения прав распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, что выступает правовой гарантией ношения платка и соблюдения требований хиджаба как религиозной формы одежды.